Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами в студии Константин Попудренко и Михаил Кукуюк. И вначале коротко о самом главном. Оказывается, и единственная в Российской Федерации ферма по разведению устриц находится в оккупированном Крыму. И она может прекратить свою работу. Владельца такого экзотического хозяйства, расположенного в Большой Ялте, недавно уведомили, что право пользования акваторией он должен был получить только в результате торгов. Отлично. И спокойненько это все выпивается сразу. Когда Путин объявил курс на импортозамещение, он думал, что будет зеленый свет. Ведь он единственный в стране выращивает устрицы по 40 тысяч штук в год. Думал, развернется, нарастит объемы до 400 тысяч устриц ежегодно. Будет всей России устрицы поставлять. Эх, мечты, мечты. Ущипните его кто-нибудь. В общем, сейчас расширяться уже не думает. Хочет сохранить хотя бы что есть. А что вы хотели? Ведь, как гласит русская мудрость, завтрак съешь сам, обед раздели с Крымом, ну а ужин отдай в Чечню. Теперь нужно делиться. Это Россия, детка. В оккупированном Севастополе будут снимать художественный фильм о русской весне. Съемки художественного фильма о событиях так называемой «Крымской весны» пройдут в Севастополе. В связи с этим в городе будет ограничено движение всех видов транспорта. Даже такого. При этом не оглашается ни название, ни авторство снимаемой ленты. Утаивается также информация о стоимости съемок и о том, кто в них будет принимать участие. Кстати, о том, кто в них будет принимать участие. А что? Очень даже ничего смотрится. Сразу видно, кого камера любит и кого она уже давно так с нетерпением ждет. В годовщину проведения референдума на привокзальной площади Феодосии состоится флешмоб «Крым, Россия навсегда». Кроме того, в центральной части Феодосии организуют шествие с участием трудовых и творческих коллективов города. И состоится также праздничный митинг. Также на центральной площади города состоится чемпионат по армрестлингу. Мы, честно говоря, особо впечатляющих спортсменов так и не увидели. Да, но если бы наш обычный скромный крымский татарин, семикратный чемпион Европы Расин Мемет случайно мимо проходил и поучаствовал в этом чемпионате, он однозначно победил бы. Не верите? Ну вы только посмотрите на этого малыша. Хватит, остановите это. Расим, вперед. Так называемые власти Крыма прогнозируют, что в текущем году услугами Керченской паромной переправы воспользуются до 6 миллионов пассажиров. Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь заявил так называемый глава Республики Крым. По его словам, паромная переправа в прошлом году перевезла 4 миллиона 800 тысяч пассажиров. В этом году ожидаем до 6 миллионов пассажиров. Разлук так много на земле и разных студий. Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужный, то берег правый. Влюбленных много, он один у переправы. Он также добавил, на переправе штатно работает 10 паромов, поэтому задержек не будет. Теперь, что касается Керченского моста. Если вдруг надумаете его строить, начинайте с середины, чтобы не растащили раньше времени. В Севастополе демонтировали ларьки на Приморском бульваре, что вызвало конфликт предпринимателей с правоохранительными органами. Итак, действующие лица, одурманенная телевизором ватная общественность и оккупационные полицаи. Let's Mortal Kombat begin. Fight!
Как мы теперь понимаем, человек может смотреть вечно на 4 вещи. Как горит свеча, как течет река, как горит огонь и как сносят торговые палатки фанатов крымской весны. Детский центр «Артек» объявил открытый всероссийский конкурс идей логотипа лагеря. Руководство «Артека» приняло решение не заказывать разработку логотипа известным дизайнерским фирмам, а провести открытый конкурс среди детей страны. Главный приз – поездка на летнюю смену. Куда бы вы могли подумать? Ну, конечно, в «Артек». Эх, лучше бы в Египет, а туда ведь нельзя. Ходят слухи, что в прошлом году перед приездом с санэпидемстанции дети тараканами выложили слово «помогите». В Крыму люди сутками выстаивают очереди, чтобы перерегистрировать автомобили. Оккупационные власти угрожают штрафами всем, кто не успеет получить российские номера до 1 апреля 2016 года. Водители жалуются даже на отсутствие туалета. По их словам, чтобы пройти перерегистрацию, иногда необходимо больше суток простоять в очереди. Помимо этого, в Крыму в течение 2016 года выпустят от 600 тысяч до 1 миллиона карт российской платежной системы «Мир». Что самое интересное, в Крыму все банкоматы и терминалы банков уже готовы к приему карт «Мир». По крайней мере, так утверждает генеральный директор российской компании «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев. Ну и название придумали «Мир». Насколько можно верить истории, в России со словом «мир» не очень хорошие ассоциации. Помните хотя бы известную станцию «Мир»? Название этому видео могло бы быть таким. В то время, когда отечественные космические корабли бороздят просторы Тихого океана, а ведь именно там она и упала. В правительстве РФ рассматривается возможность запатентировать слово «пи» и взимать за его произнесение на территории РФ 1 рубль 52 копейки. По расчетам Министерства финансов, это позволит хоть как-то справиться с санкциями. Российские вузы не попали в число 200 лучших университетов мира. Ёпти, прокомментировали эту новость в Министерстве образования. Борьба с сокращением количества чиновников в России идет рекордными темпами, заявил помощник заместителя министра Нижней палаты Верховного собрания при приемной губернатора по Ивановской области. Министр финансов заявил, что к 2030 году Россия станет страной, где никого не будет интересовать стоимость нефти и курс доллара к рублю. Он, скорее всего, мягко напоминает, что ни у кого не будет денег ни на автомобиль, ни на поездку за границу. А вот на вопрос, есть ли в Крыму ядерные боеголовки, министр обороны РФ заявил, что все российские ракеты нацелены исключительно на поддержание мира и безопасности во всем мире. Недавно на вопрос, верите ли вы, что Запад так серьезно относится к Крыму, что постоянно что-то по этому поводу делает, гоблин Крыма Сергей Аксенов ответил: «Я не имею в виду жителей западных стран. Речь идет об их руководстве, которое видит в России прямого конкурента. Америка-то однополярно мир видит, и сильная Россия им под боком не нужна. Не было бы Крыма, подставили бы подножку какому-нибудь спортсмену на Олимпиаде». Ну да, куда там вам до захудалых однополярно видящих американцев? А вообще все у вас так. Политика грязна, экономика страшна, культура бедна, спорт стыдно. На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами были Михаил Кукуюк И Константин Попудренко. Обращение к крымчанам. Из-за отсутствия света вы не сможете узнать по российским телеканалам о том, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено. Потерпите еще чуть-чуть, и все будет добре. До побачення.